Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации в республике. Как обычно, несколько цифр. Сегодня лабораторно подтверждено 726 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 28 человек. Под медицинским наблюдением находится 2499 человек. Я сразу хочу сказать, что 28 прирост – это достаточно много, но завтра будет еще больше. Почему? Потому что мы реализовали вашу критику и направили в Москву вот те скопившиеся анализы за 5 дней. И поэтому у нас в эти дни как раз идет такой прирост, просто потому что мы сразу выдаем, что называется, на вал, на гору. Вторая и очень важная новость – это совещание, которое сегодня провел президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И основное, что было озвучено, это, конечно, вопросы реализации принятия мер по поддержке экономики и социальной сферы. И на совещании обсуждался также и поэтапный выход из режима вынужденных ограничений после 11 мая. Президент поставил задачу перед регионами выработать свои планы действия поэтапного выхода. При этом, конечно же, надо будет учитывать рекомендации, выработанные правительством Российской Федерации, Роспотребнадзором. И особенно президент подчеркнул, что при принятии решений ни в коем случае нельзя форсировать. Любая неосторожность или поспешность может обернуться срывом и откатом назад. А цена ошибки – это, к сожалению, здоровье наших людей и порой жизни. Поэтому и действовать нужно осторожно, исходя из эпидемиологической обстановки. Я, безусловно, буду вас информировать о том, какие действия мы планируем и как мы будем вот этот поэтапный план выстраивать. Еще одна очень важная новость о бюджетных кредитах. Правительство Российской Федерации постановлением от 30 апреля за номером 619 приняло решение скорректировать график выплат по бюджетным кредитам. Таким образом, в 2020 году Республика Коми полностью освобождается от погашения долга. Для нашей республики это позволит сэкономить в 2020 году почти 700 миллионов рублей, а если быть точным, 693,5 миллиона рублей. И высвободившие деньги, средства мы сможем направить на решение наиболее актуальных для республики вопросов. В первую очередь на поддержку вас, уважаемые жители Республики Коми. Не менее важная новость, и она очень такая социальная, это о выделении Вагитом Юсуфовичем Аликперовым средств на Усинскую ЦРБ. Президент Лукойла Вагит Юсуфович выделил 50 миллионов рублей, и я хочу подчеркнуть, что это личные средства. И деньги пойдут на оснащение Центральной районной больницы Усинская. Они в первую очередь будут направлены на приобретение оборудования, материалов, необходимых для лечения пациентов, в том числе и с новой коронавирусной инфекцией. И это, конечно, позволит, во-первых, повысить качество, а во-вторых, просто увеличить объем медицинской помощи. Хочу сказать, что это, конечно, достойнейший пример активного участия наших социальных партнеров, в том числе, конечно, и в борьбе с распространением COVID-19. И я еще раз искренне благодарю лично Вагита Юсуфовича и компанию «Лукойл» за поддержку, которая сегодня особенно важна для нас и для нашей республики. Спасибо огромное. Сегодня еще одно было важное мероприятие. Я провел встречу с ректором СГУ Ольгой Александровной Сотниковой. Это руководитель опорного вуза. Мы проговорили достаточно много, обсудили достаточно много вопросов. И, конечно, я бы хотел сначала начать с того, что
я поблагодарил ректора Ольгу Александровну за то, что ребята сейчас, особенно медицинского факультета, участвуют в помощи врачам при оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. И младшие курсы, и старшие курсы. Большое им за это спасибо. Это очень достойная позиция будущих врачей. В числе приоритетных задач обсудили очень важные вопросы. Это подготовка квалифицированных кадров для сельской местности. Сегодня это очень актуально. У нас во многих территориях отсутствуют достаточно долгое время фельдшеры, врачи. Получше обстоит дело с учителями в сельских школах, но и их зачастую не хватает. Поэтому вот обсудили, проговорили, как мы это будем делать, наметили достаточно хорошие перспективные планы, поэтому по ходу их выполнения буду тоже вас информировать. И еще очень важно, мы обсудили строительство нового корпуса СГУ на месте старого здания пединститута. Уже готова проектно-сметная документация, она сейчас проходит экспертизу. Надо сказать, что это большие деньги, 800 миллионов рублей. И что немаловажно, это деньги федерального бюджета. На сегодня все новости. Продолжаем выдерживать режим самоизоляции. Будьте здоровы, всего вам доброго, до завтра.